Кечээ 13-июлда Кыргызстандын Олимпиадалык курама командасынын мүчөлөрү министрлер кабинетинин төрагасы Окбек Марипов менен жолугушту. Марипов Кыргызстандын курама командасынын капитаны Атабек Азизбековго Кыргызстандын желегин тапшырды. Кыргызстандын курама командасынын параддык формасын Дилбар мода үйү даярдаган. Желек тапшыруу аземинде тартылган сүрөттөр интернетке тарап, кийинчерээк анын ар бир комплектинин баасы 95 000 сомду түзөрү белгилүү болду. Жана мындай баа форманын дизайны көпчүлүктүн сынына кабылды. Дилбар үйүнүн кийимдерине дайыма жылуу пикирде болчумун. Бирок бул параддык форма тойдогу чапандарды элестетет экен. Сакуранын эптемей сүрөтү жалпы көрүнүшкө туура келбей калган. 95 000 сом деген баа реалдуулукка дал келбейт. Сый көрсөтсөң чапан белек кыл. Элдештирген келсе чапан белек кыл. Олимпиадага аттандыңбы? Чапан кий. Эркек кишинин кийимине өзгөчө сырт кийимине гүл түшүрүлбөйт. Андан да ылдыйды көздөй өстүрүп койгону шумдук экен. Сындабайбыз, бирок дизайнер туура өздөштүрсүн. Каражаты асман чапчыйт. Кыргыздын акындары, ой алтындары. Тойго, ой бойго чыккан турушат буюрса. Чынбы калппы билбейм, бирок 95 000 сомдук чапан, 150 сомдук калпак менен алтын медалдарды жыйып келишет деп терең ишенем. Кеп чапанда эмес, кеп анын ичиндеги балбанда. Алга жигиттер, духуңарды түшүрбөгүлө эми. Калпак сапатсыз, Кытай кийинген экен. Кийим деле жакшы эмес. Спортчу деген образды көрө албадым. Азыр ырдап жиберчүдөй экен. Анан калса оймо чийме эч мааниси жок эле коюлган. Өлкөнүн жүзү болуп Олимпиадага барчу спортчуларга олуттуу мамиле кылган дизайнер сүрөтчүлөр кийимдин эскизин иштеп чыгыш керек эле. А бул форма базарда дүңүнөн сатып алгандай го. Улуттук кийим деп коюп эле кайдагы бурмаланган формалар. Оймо чаптап салса эле улуттук болуп көрүнөт деген караңгы түшүнүк качан жоголот? Кыргыз чапаны экен. Эми тебетей маасы көлөч кийгизип, колуна камчы карматып койсо сонун болуп калат эле. Биротоло улуттук болуп. Тиги гүлгүн өңдүү гүл өзгөчө ажайып экен. Биз талкуу чордонуна түшкөн дал ушул формаларды даярдаган дизайнер Дилбар Ашимбаева менен маектештик. Ал 95 000 сом туура эле бааланган баа дейт. Ошол формалардын автору, ошол формалардын жаратуучусу Дилбар Ашимбаева экен. Саламатсызбы? Здравствуйте. Ден соңуз жакшыбы экен? Прекрасно. Кечээ күнү мына чүдүгүнө чыгардыңар, бүт бардыгын элге тартууладыңыздар, анан аябай сынга калдыңыздар, аябай көп сөз айтылды. Бул боюнча оюңуз кандай болот азыр? Я знаю, что у нас очень специфическая страна, очень добрая, очень отзывчивая. Я всех благодарю за любые комментарии, потому что никто не ожидал такого. То есть мне мало того, что мне написали со всей страны, со всего мира, потому что все сидят и в Фейсбуке тоже. Я прям очень рада, что что такой интерес вот к национальной одежде, к нашей. Я бы всех призвала вот с таким рвением болеть за нашу сборную на Олимпиаде. Баштан баштап дечке, бул сизге кандайча алып калдыңыз? Тендерден кандайча утуп алдыңыз? Канча катышуучу бар ал жакта? Именно в этом году мы не участвовали в тендере, то есть вот перед пандемией потому что Олимпиада должна была быть в 2020 году, и именно в это время был объявлен тендер, конкурс среди всех дизайнеров Киргизстана на разработку парадной формы для национальной сборной, для Олимпиады в Японии. Вот. И, видимо, результаты тендера, результаты тендера не удовлетворили наш НОК, и они обратились опять в Дом моды Дилбар, чтобы мы без тендера взяли на себя такую ответственность. Өздөрү кайрылды сизге? Да. Өздөрү кайрылганда сиз буга чейин берген башка сөздөрүңүз болуп калдымы жеке? 2 айдын ичинде башталгандан аягына бүткөнгө чейинки 2 ай гана убакыт болду. Бул өтө аз убакыт деп айттыңыз. Канча убакытта сиз жанагы эскизин эле башынан баштачы, эскизди канча убакытта чийип бүттүңүз? Ошол канча варианттарды көрсөттүңүз? Анан кантип ушуга токтолдуңуз? Ну, это Олимпиада специфическая, вы в курсе, что ее отложили там получается, на 1 год, да? То есть у меня было время даже не то, что вот как бы я сделал, то есть я не знала, что не будет формы, что НОК не выбрал, они мне об этом сообщили позже, что просто давайте поработаем в области, вот, например, разработки спортивной одежды. И в течение вот ковида, так, и во время такого
первого жесткого карантина у меня была такая возможность посидеть, проанализировать, посмотреть все тенденции спортивной одежды. Это не просто так вот заходил, там олимпийку с 3 полосками нарисовал. Это огромный труд, это огромный ресерч всего, что есть. Есть очень много коллабораций дизайнерских домов и спортивных конгломератов. Например, Стелла Маккартни, это Adidas или Nike, уже не помню. Например, Канье Уэст и Йоджи Ямамото вместе с Adidas. Очень много интересных коллабораций. Я смотрела, что бы я могла такого привнести, чтобы сделать так, чтобы это был не просто спортивный костюм там Nike, да, а чтобы это были наши, конечно, наши орнаменты, наша другая цветовая гамма. Чтобы такое было вот что-то новое, интересное, красивое, это я все продумала до того, как в нашем обществе тоже был такой конфликт между Национальным олимпийским комитетом и обществом, потому что когда все узнали, что НОК собирается заказывать спортивную униформу в Китае, то здесь тогда поднялась такая война, что как, вот нужно заказывать нам, у нас здесь такое количество прекрасных дизайнеров, там, производства, Биксер Спорт, то есть это вот есть такая компания, я говорю, и все были против НОКа. Но я поддержала НОК, потому что я все-таки себя считаю профессионалом не просто в области дизайна, а профессионалом, не знаю, в швейной отрасли, в отрасли легкой промышленности. У нас нет таких производств с полным таким вот циклом, где мы можем представить такую альтернативную, качественную спортивную одежду на уровне, там, на мировом уровне. У нас просто этого нет. Мы можем шить там самопошив, там костюмы мужские, не знаю, там женское платье, там немножко, может быть, нижнее белье, но делать спортивную одежду — это совершенно другой уровень производства. Это не значит, что это сложно. У нас просто его нет. Андан ары ал жасалга боюнча талаптарды Улуттук олимпиада комитети койгонун кошумчалады. Национальный олимпийский комитет дал, это очень удобно. Они дали впервые такую четкое техническое как бы требование, что они от нас хотят. То есть это должно было быть белое пальто, как на Бразильской олимпиаде, потому что для них успех этой формы, они прям до сих пор вспоминают, говорят, мы хотим вот этот же успех, что это было очень красиво, вот белое пальто, вот мы хотим белое пальто. И мы хотим, чтобы с одной стороны была сакура, а с другой стороны были киргизские орнаменты. То есть вот, ну, четче уже некуда. То есть белое пальто, и вот я то есть у меня было 3 позиции, я вот в этих 3 позициях пыталась как-то вот что-то. Единственное, я добавила вот этот орнамент чешуя дракона, который вот прям такой, все говорят, это вода или волны, может быть, тоже вода и волны. Я много всего просмотрела, потому что вода, море, для нас это иссыкуль, но именно в интерпретации японской графики, старинной и современной модной графики, вот именно вот этот вот ритм круглых таких вот чешуек, это прям реально чешуя дракона. То есть это один из самых 2 главных символов японской культуры, японской философии, японской жизни. Это дракон и сакура. А у нас здесь рога морала. Мне кажется, это вообще очень все. Мне кажется, мы в этом отношении как-то вот близки вот именно с Японией к такому вот, к тонкому отношению, к своим сакральным таким вот этим символам, скажем. Иже бас боюнча коомчулукта аябай талкууга алынды да, бас боюнча 95 000 сом экен деди бир форма. Кандай кезимеден тигилди деп комментарийлерде аябай элдин суроосу көп экен да, кандай кезимеден тигилди? Ну смотрите, вот если таким простым языком говорить, как можно сшить, там, например, платьюшко вот такое. Ты идешь на Дурдой, покупаешь, даже не на Дурдой тебе не продадут 2 метра ткани. Тебе нужно покупать на Мадине или идти покупать в 3 раза дороже в обычный магазин. Ты сам вырезал, выкроечку сделал, сшил, тебе это обошлось в 100 сомов. Но когда ты покупаешь и когда ты делаешь дизайн, такой редкий дизайн, уникальный дизайн, качественный на таком уровне, то есть ты не можешь вот идти вот сам резать, там, ну, грубо говоря, вот такой вот, то есть это абсолютно законченная технологическая сложная цепочка, начиная от дизайна до конечного продукта. И собрать, то есть это все придумать, создать, как бы организовать производство, качественное производство, огромное количество примеров. У нас спортсмены были разбросаны не просто по Киргизстану, они все были разбросаны по всему миру. И ты вот это вот сидишь, ждешь, всех ловишь, между огромное количество, просто измерить голову, ноги. То есть, понимаете, это головные уборы, это обувь, это брюки, это рубашки. Это все, это не может стоить дешево. Это огромный труд нашего коллектива, и не только нашего, у нас есть там какие-то субподрядчики, это огромный труд большого коллектива.
И вот это вот за 2 месяца, не знаю, это просто очень, очень сложный процесс. Он не может стоить дешево. Тем более, я точно не помню цифру, не буду врать. И, извините, мы налогоплательщики, туда все еще и налоги заложены. 95 демек бул орто эсеп, бул жакшы эле баа, сунуңузча. Ну, я думаю, что еще это очень дешево. Потому что если бы такую униформу заказывали, например, в Италии, а в Италии, заметьте, у них несколько дизайнерских домов делают не всю. Вот, например, Джорджо Армани сделал разработал одежду для парадной формы Италии. Там не так. Армани разрабатывают для грубо говоря, для горно-лыжного спорта. Там, например, дом Фенди разрабатывает для моря, что там яхты, там еще, это же тоже олимпийский вид спорта, для яхт. Кто-то там еще, то есть это просто империя работает на одну сборную страны. Или взять, например, очень долгое время работает американский дизайнерский дом, Ральф Лорен работает на сборную Соединенных Штатов Америки. Это просто гигантский правительственный заказ, который субсидируется страной, и они заказывают огромное количество униформы, в которую входят, извините за выражение, трусы, носки, майки, свитера для всех видов спорта, и парадные, они и дома ходят, и тренируются в нем, и встречают, и дают интервью, там целая рекламная кампания гигантская, которая стоит десятки миллионов долларов. А у нас там 95 тысяч сомов, меня обозвали последними словами, пожелали смерти всем моим детям. Ну, это просто, я не знаю, это вот у нас вот такой вот народ. И я все равно всем благодарна, потому что самое главное, что у нас, наверное, мне кажется, самый неравнодушный народ в нашей стране. И немножко печально, что они все кидаются именно на вот эти проблемы, а не на проблемы там ковида, или когда у нас насилуют детей, или воруют девочек, их убивают. Вот мне вот это беспокоит больше всего, что столько энергии люди тратят на это, и столько черного мата от молодых таких вот 17-летних девочек. Думаешь, боже мой, ты вообще слышишь, твои родители в курсе, как ты выражаешься вот в открытом пространстве? То есть уровень, конечно, культуры у нас, когда вот идет такой срез, просто такой печальный. Думаю, что я не могу заниматься поднятием культурного уровня страны, это все-таки задачи государства, они более масштабные. Но когда сталкиваешься с такими вещами, все мне полстраны пишут, ты не расстраивайся. Я говорю, да я вообще не расстраиваюсь, я знаю, в какой я стране живу. Я профессионально делаю свое дело. Но не может каждый человек там, с Чаткала, с Джумгала понять идею парадной униформы национальной сборной там, на Олимпиаде. Это нормально. Это нормально. Но то, что люди высказывают такие вещи, ну пока вот, с одной стороны, это хорошо, они могут себе это позволить сказать, все, что каждый человек думает, и могут таким образом показать свое там, невежество, бескультурие, неуважение, непрофессионализм. Ну что теперь делать? Вот такая у нас страна. Өзіңіз спортқа қызығасыз ба? Олимпиада ойындарды көріп тұрасыз ба? Я же говорю, я просто потрясающе люблю спорт. Конечно, с годами у меня пристрастие, что-то я там больше смотрю, что-то меньше, но я очень люблю спорт. Олимпиаду буду смотреть обязательно. И призываю вас всех, и вот еще раз говорю, с таким же рвением болеть за нашу сборную. Потому что у нас потрясающие девчонки. У нас девочки, борьба, это просто невероятно. Если вы видели, как они тренируются, чтобы, я не знаю, стоять там на пьедестале почета с нашим флагом. То есть это просто очень круто. Келіңізше, жалпы түйшіксіздің мойныңызда екенін бұға шейін көріп, кеше күні елдің сынына қойылғаннан кейін бір топ сөздер айтылды, еш маңайыңыз жүргіңіз. Сіз жалпы спортшыларға, жалпы ошол бара тұрған олимпиадаға, командаға пожелания для команды, да? Самое главное, что, как я сказала тоже вот ребятам, что я не знаю, как страна на это посмотрит, но самое главное, вот коллектив дома, нас вот не так много человек, что мы с таким сердцем, с таким энтузиазмом, с энергией и с ответственностью, с любовью сделали эту одежду. И мы с таким же энтузиазмом и любовью будем смотреть, я не знаю, я им говорю, мы будем смотреть на вас в телевизор жадными глазами, мы будем за вас страшно болеть, переживать. Я еще кричала, ну вы, хорошо, я понимаю, что мы не привезем там все медали, но чтобы вот вы вот чувствовали себя очень комфортно, с гордостью в нашей одежде, что наша страна участвует в этой Олимпиаде, это тоже, извините, что получить лицензию участия на Олимпиаде, это люди вот годами пашут. Это и тренерский состав, который вообще, я не знаю, сколько лет. У нас есть своя школа, я не знаю, стрельбы, у нас есть своя школа, где при Советском Союзе были золотые медалисты Олимпиад. То есть вот эту историю нужно сохранить, укрепить, продолжить и делать какие-то вот, чтобы такие ростки были уже более такие существенные. Вот я сказала, что мы страшно будем за вас болеть, что мы очень любим нашу национальную олимпийскую сборную. Вот
Вот это самое главное. Эске салсак, Дилбар мода үйү 2016-жылы Риодогу Олимпиада оюндарынын формасында тигип берген. Ал эми Улуттук Олимпиада комитетинин башкы катчысы Саламат Эргешев быйылкы Олимпиадада биздин курама команда кие турган параддык форма боюнча буларга токтолду. Ошол дизайнер менен биз бир жагынан биздин Маралдын мүйүздөрү, бир жагынан Япониянын сакура, биздин маданияттын символикалары. Азыркы Токиого кие турган биздин парадный формабыз бул башка материалдан, жукараак материал. Токио эми азыр кичине ысыгыраак, анан нымдуураак, анан ошол муздатып турган, ысык өтпөй турган кезде менен сураганбыз, ошондон алар тигип беришти. Ал эми биз өлкөбүздүн курама командасына кандай гана форма менен дүйнө алдына чыкпасын, мекенге жеңиш менен кайтуусун каалайбыз.